Новые изменения в законодательстве начинают действовать в нашей стране уже с 1 января 2024 года. Если в этом году при соблюдении ряда условий вместо уведомления о подчисленных суммах налогов налогоплательщики могли подать платежные распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему России, с нового года правила изменились. При введении института единого налогового счета действовало два способа оплаты налогов. То есть мы заполняли платежный документ, указав статус в поле 02, указывали КБК, соответствующий код бюджетной классификации, то есть если это НДФЛ, то конкретно КБК НДФЛ, страховых сносов, период, указывали сумму и к тому отправляли данный платежный документ. Данный платежный документ формировал некое уведомление. С 2024 года данный способ платы он теряет силу. Со следующего года в обязательном порядке заполняем платежный документ, указав КБК ЕНП, и за 5 дней до оплаты направляем уведомление. В уведомлении уже расписываем конкретно наш АКТАМО, КБК, сумму, период и отправляем данное уведомление. Изменения касаются физических и юридических лиц. Единый налоговый платеж, как говорят эксперты, намного упрощает процедуру уплаты налогов. В большинстве случаев при оформлении документов допускались значительные ошибки, и также это приводило к несвоевременному поступлению денежных средств в бюджет и к возможным жалобам самих налогоплательщиков. Отказаться от нового порядка использования ЕНС нельзя, он обязателен. Изменения также коснулись налогов на имущество организации. Хотел бы сказать об изменениях по налогу на имущество организации. Срок представления декларации по налогу на имущество организации у нас был 25 марта, то есть за 2023 год декларацию мы должны были подавать 25 марта 2024 года, но внесены изменения, и данную декларацию нужно подавать не позднее 25 февраля 2024 года. Хотел бы обратить внимание на этот момент юридические лица, которые оплачивают налог на имущество организации. Налогоплательщикам рекомендуют, не дожидаясь окончания переходного периода, предоставить уведомления по установленной форме по налогам с авансовой системой расчета. В первую очередь это важно для тех, кому дорого и время, и деньги. Рина Цичоева, Султан Магушков, Новости 24.